Посредник в исповеди, а посредника в исповеди нет. Открываем Священное Писание, там сказано: един посредник между Богом и людьми, там написано Богом и человеком, человек Иисус Христос. Иисус Христос является единственным посредником между человечеством и Богом. А священник ни в коем случае не является посредником. Когда он читает молитву исповеди, он говорит: «Я же только свидетель есть, да свидетельствую перед ним вся, что речешь мне». То есть священник является на исповеди, вы знаете, своего рода нотариусом таким вот земным, который заверяет покаяние человеку. Это древняя традиция, если открыть, по-моему, послание 1 Иоанна Богослова, там написано, что исповедуйте согрешения ваши. А священникам дана власть вязать и решить грехи людские. Это тоже из Священного Писания, это не я придумал. И вы знаете, для священников кто-то думает, что священникам исповедь приносит какое-то удовлетворение. Ничего подобного. Это огромный труд. Я вот признаюсь вам всем, я не люблю ходить на исповедь. Я не люблю исповедовать, потому что это действительно труд. Все вот эту человеческую боль, ты читаешь разрешительные молитвы, и ты не знаешь, священник не знает, простил Бог человека или нет. Не знает действия его души. Для этого, для терапии духовной существуют такие формы, как пост и молитва, эпитимия. Это вот когда налагается некое запрещение, допустим, в виде чтения определенных молитв или не совершения каких-либо действий. Допустим, ты украл что-то там, человек сказал, ты должен то, что ты взял, отдать. Пока ты этого не сделаешь, подходить к святым тайнам ты не можешь. Поэтому священник никак не посредник, а свидетель. Нотариуса можно назвать посредником? Нет. Он является, как сказать, человек удостоверяющим. Так и священник удостоверяет исповедь.